Назарбаев говорил, что он горд тем, что стоит у истоков казахской государственности. У начала Казахстана, причем тут сказочная Золотая Орда, существование которой ничем не докажешь, да? Назарбаев в этом очень сильно ошибался. Вот это его была роковая ошибка, то что он хотел сделать так, что будто до него казахского народа, Казахстана не было. Это большая его ошибка. До Назарбаева у нас даже был Конаев, во-первых, а до Советского Союза у нас были такие государства, как Казах Хандығы, а также Золотая Орда. Если ты не веришь в существование Золотой Орды, тогда прочитай, пожалуйста, о том, что кому 300 лет Великая Русь платила дань. Вот об этом прочитай. Кому шли князи, а также Великий Невский поклоняться и получать ярлык на княжество. Ты об этом тоже прочитай. Хорошо, если бы не было Золотой Орды, не было бы и Руси. Давай по факту, да? Если не было Золотой Орды, то кем был Жошы хан? Кем был тогда Тохтамыс, который 3 раза или 2 раза сжег Москву? Кем они были? Вот. Ты об этом подумай, прежде чем писать такие комментарии. Сейчас вот посмотри, если сравнить Токаева и Назарбаева, Токаев во всем прав. Почему? Потому что Токаев говорит, что мы, казахи, это потомки Золотой Орды. Именно Золотая Орда, Улус Джучи, как говорится, да, это и есть предки казахов, Казахстана и казахского ханства. Даже Токаев сам, когда сел на трон, он первым делом пошел на мавзолей Шошхана, а также он посетил Алашахана. Так вот, умник, слушай, казахи отношения имеют прямое к Золотой Орде. И казахи прямые потомки Золотой Орды. Не тупи, пожалуйста. Так что послушай Токаева, послушай Путина, о чем он говорит. То, что русские князи шли к Орде, чтобы поклоняться и оплатить дань. Об этом тоже Путин говорил. И Токаев всегда говорил, то, что мы должны возвышать и помнить свою историю, и также развивать. Съезди в Улутау, съезди на мавзолей Джушхана, и ты поймешь, кто такой Джушхан и какое отношение к Золотой Орде имеют казахи. Удачи, умник!